Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, что увидела женщина на балконе соседа сверху в одном из домов на улице Октябрьская. Соседка снизу там плескала стаканом. Наверх плескала, что ли? Вся мокрая. И для чего вызвала пожарных. Покажем последствия аварии в Ознакаевском районе. Женщина-водитель Рено отделалась испугом. А также слушание дела о жестоком убийстве ножницами 50-летней женщины. Язычок замка входит в пластину, и эта пластина была повреждена. Такое ощущение, как будто дверь просто руками вытолкнули. По версии следствия, сын расправился с любовницей отца. Это и не только прямо сейчас. У соседа сверху что-то горит на балконе. Такое сообщение поступило на номер вызова пожарной охраны 101 от жительницы дома номер 12 по улице Октябрьская в Казани. Она рассказала, что как могла постаралась сама залить источник дыма и гари, но полностью залить очаг у нее не получилось. На втором этаже вот женщина, она говорит, тушила. Сверху горела на третьем между шкафом. Соседи рассказывают, услышав сирены, тут же выскочили на улицу. Что такое пожар, в этом доме хорошо знают. 4 сентября минувшего года также на третьем этаже, но в соседнем подъезде уже горела квартира. Ее не отремонтировали до сих пор. Тогда, говорят, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты. А корок, считают, стал причиной беспокойства и на этот раз. Запах гари почувствовала хозяйка квартиры на втором этаже. Выйдя на балкон, определила источник дыма – деревянный брусок, лежащий на третьем этаже. Там брусок торчит 50 на 50 примерно снизу с балкона. Или бычок попал, или что, он заклеил. Соседка снизу там плескала стаканом. Наверх плескала, что ли? Вся мокрая. Она до сих пор склеит. Жилец квартиры, где, по мнению соседки, снизу и тлел брусок, ничего не чувствовал. Уверен, ей просто показалось. Не знаю, что она там плескала. Там не было ничего даже. Ни дыма, ничего не было. Я бы почуял бы. Я же не дурак, блин. Рассказывает, сирены слышал, но не обратил на них внимания. Думал, что просто проезжают мимо. И сильно удивился, когда пожарные постучались к нему. Он был не против, чтобы шкаф, под которым и лежал брусок, разобрали и отодвинули в сторону. Не было, ничего нету. Даже дыма нет никакого. А деревяшка тлеет? Нет, ничего там не тлело. Вообще ничего не было. Убедившись в отсутствии опасности, пожарные покинули квартиру, а жильцы стали возвращаться домой. Вероника Кайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Разве что чудом можно назвать, что в страшной аварии в Ознакаевском районе женщина-водителя Рено Сандеро не то что осталась жива, но и вообще не получила каких-либо травм. Она отделалась с небольшим испугом, вылетев с проезжей части недалеко от поселка Чалпы. При этом иномарка перевернулась, буквально намоталась на бетонную опору линии электропередачи и загорелась. Автоледи успела выбежать из салона горящего автомобиля и вызвала пожарных. С пламенем они справились за 12 минут, но от машины не осталось ничего, кроме мятого остова. Автодорога Ознакаев-Дюсюма, 13 километр, 400 метров. Примерно в 2 часа дня гражданка, двигаясь со стороны Ознакаева в сторону Дюсюмова, не выбрав безопасную скорость, зацепив правую обочину, вылетела с трассы в кювет попутного направления. Женщина находится в неврозном состоянии. Легкость, ожогов таких серьезных она не получала. 2 человека пострадали в результате столкновения Kia Sportage и КАМАЗа на проспекте Победы в Казани. Со слов водителя грузовика, 51-летняя женщина за рулем легковушки резко остановилась прямо перед пешеходным переходом, хотя людей на зебре не было. Многотонную машину он остановить уже не смог. В результате грузовик протаранил иномарку сзади, очевидцы вызвали медиков. Автоледи и ее 26-летний пассажир чувствовали себя плохо. Она не причинена была, наверное. Как мы с ремнем-то ударились вот так сильно? Сразу после столкновения очевидцы вызвали для 51-летней автоледи и ее 26-летнего пассажира медиков. У женщины сильно болела голова после удара об руль. Обоих госпитализировали. Молодого человека после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Водитель КАМАЗа не пострадал. Мужчина рассказал, ехал по проспекту Победы. На нерегулируемом пешеходном переходе было пусто, но неожиданно перед ним остановился Kia Sportage, который был впереди большегруза. Как колонны все вместе ехали, все проехали, она остановилась. Тут, видишь, остановка, стоят.
Наверное, хотел, может, пропустить. Я не знаю, да. Я пешеход не видел. Остановить тяжелый автомобиль мужчина не смог. В итоге грузовик протаранил иномарку сзади. Водитель КАМАЗа уверен, что виновным в аварии признают именно его за несоблюдение дистанции. И доказывать резкое и необоснованное, по его мнению, торможение автоледи считает занятием бесполезным. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Через полчаса, буквально в паре километров от предыдущей аварии на проспекте Победы, пострадала еще одна автоледи. 24-летнюю девушку госпитализировали после столкновения автобуса и Kia Ceed. Сразу после удара она вышла из салона иномарки и стала падать на землю, а через несколько минут и вовсе потеряла сознание. Со слов очевидцев, дама за рулем иномарки перестраивалась на автобусную полосу через сплошную линию, не пропустив едущий автобус. Разбил окно салона красоты и забрал из кассы 40 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, в полицию позвонила хозяйка салона. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 28-летний уроженец Удмуртии. Мужчину задержали в Приволжском районе Казани, когда он высматривал открытые окна квартир на первых этажах. Тогда выяснили, что он также причастен к краже из квартиры. Злоумышленник незаконно проник в квартиру потерпевших через приоткрытое окно на балконе. Он похитил около 44 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дает признательные показания. Минус одно – нелегальное казино. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что в Автограде неизвестные установили оборудование в помещении и организовали проведение азартных игр. Полицейские ликвидировали подпольную контору. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками подразделения экономической безопасности изъято 36 единиц мониторов и системных блоков, денежные средства и мобильные телефоны. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона. Верховный суд Татарстана допросил свидетелей по делу о жестоком убийстве в Малой Бугульме. На скамье подсудимых 25-летний Булат Миргасимов. Его обвиняют в расправе над 50-летней любовницей отца. Согласно материалам дела, в июне минувшего года женщину закололи ножницами в ее собственном доме. Причиной, по мнению следователей, стала месть за мать, которая стала инвалидом после вестей об изменах мужа. Сам подсудимый вину не признает. Она мне позвонила и попросила с ней съездить и проверить дом ее родителей. Так как позвонил сосед говорить об их, на что я согласилась. Ксения Богданова – подруга дочери погибшей женщины, признанной в уголовном деле потерпевшей. Она рассказала, что в день трагедии ее приятельнице позвонил сосед, который видел, как из дома ее родителей выбегал неизвестный парень. Он был весь в крови. Мужчина пытался догнать его, но безуспешно. Однако он успел сфотографировать убегающего человека. Следствие позже установило, что предполагаемый убийца забежал в лес и переоделся. Через несколько минут к месту трагедии приехала Ксения с мужем и дочь погибшей. Язычок в замках входит в пластину, и эта пластина была повреждена. Такое ощущение, как будто дверь просто руками вытолкнули. Зайти в дом смогли через входную дверь со стороны сада. Центральная была заперта. Зайдя внутрь, увидели страшную картину. На полу лежало окровавленное тело 50-летней Лилии Пилипец. Рядом ножницы и сковородка, тоже в крови. Следователи осмотрели место происшествия, собрали улики, и спустя 2 дня после убийства полицейские задержали подозреваемого 25-летнего Булата Миргасимова. Мотив убийства, по версии следователей, у него был. Хотел отомстить за мать, которая стала инвалидом после того, как узнала об изменах своего мужа. Согласно уголовному делу, молодой человек пришел в дом к любовнице отца и нанес ей не менее 60 ударов ножницами по различным частям тела. Потом бил еще и сковородкой. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью. К слову, после задержания подсудимый в буквальном смысле потерял дар речи. У него с детства психологическое заболевание, которое обострилось на нервной почве. Он все слышит, но сам не мог сказать ни слова. Со следователем, адвокатом и представителем Фемиды общался записками. Подсудимый вину не признает, говорит, что на месте происшествия не находился, убийство совершило иное лицо. Обвинение уверено, что улик против него достаточно. Адвокат не сомневается, что сможет доказать невиновность подзащитного. Лена Знатульна, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Лия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.